Проект направлен на популяризацию традиций народа в России и в этом году посвящен традиционным детским играм. 24 июля стартовала всероссийская акция «Культурная суббота. Игры народов России детям». В рамках проекта школьники могут познакомиться со старинными развлечениями и забавами жителей разных регионов России, а также проявить свои творческие и организаторские способности. Юным жителям Ингушетии повезло вдвойне. Интересный экскурс в историю проходит благодаря мастер-классу и своеобразной презентации работы именитого этнографа, литератора, языковеда, журналиста и педагога Султана Мережкова. Обо всем по порядку расскажет мой коллега Ислам Дударов. Забытые, но до сих пор вызывающие интерес у детей старинные ингушские игры были презентованы воспитанникам школы-студии Госансамбля Ингушетия. Мероприятие было организовано в рамках ежегодной всероссийской акции «Культурная суббота. Игры народов России». Все игры, которые сегодня дети познакомились или впервые увидели, это очень интересно, занимательно. Но так сложилось, что многих национальных игр, к сожалению, наше подрастающее поколение практически не знает, либо практически не знакомо. И то, что сегодня они соприкоснулись с историей наших ингушских игр, я думаю, это будет для них в последующем очень занимательно и очень интересно. О правилах, назначении предметов и секретах, помогающих выйти в лидеры по итогам игры, рассказывает как в формате видеоурока, так и лично известный краевед и этнограф Султан Мережков. Вот берем вот так, вот смотрите, вот. Уникальный материал Мережков собирал долгие десятилетия и объединил в сборнике под названием «Ингушские игры». В этом году специалистами Дома народного творчества подготовлено второе издание сборника «Ингушские игры» «Галгай Лузарижи, Галгай Куцажи» с переводом на русский язык и с красивыми иллюстрациями. Но это уже отдельный проект, и это уже будет оговариваться позже. Автором вот этого сборника «Ингушские игры» является этнограф Султан Мережков. Старинные игры и забавы ярко выделяются в общей самобытной культуре каждого народа, но всегда остаются неотъемлемой частью повседневной жизни предыдущих поколений. В рамках мероприятия были представлены различные народные ингушские игры. Тут и знаменитые чертовы путы, Йылбыз-Баргал, Кильгиш-Калтуахар, Таршинга-Глоузер, бросание камней, а также Джак-Каш, которые примерно напоминают классические кости. Правила игры в большинстве случаев не отличались сложностью. Таким образом, в прежние времена дети не только весело проводили время, но также учились храбрости и развивали ловкость. Старинные ингушские игры пришлись по душе и воспитанникам школы-студии Госансамбля Ингушетия. Я не знала вот эту игру вообще. Я сюда села, мне ее дали, мне сказали, ее нужно развязать и заново завязать. Я ее развязала, не знаю как, но заново завязать я не смогла. В рамках всероссийской акции «Культурная суббота. Игры народов России» подобные мероприятия были проведены и на других площадках региона. Ислам Дударов, Ахмед Исмурзиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.